Тушись. Убрал собака. Короче, всех отпускаем. Айду и Лана. Пока все на своих местах. У нас морозы. Да. Еще одна побежала. Вон он, герой этого фильма. Герой этого фильма будет сегодня. Сегодня будет у него первый поход в тайгу, можно будем считать. Решили сходить за вербой и решил тоже взять Тулантика. Пусть с нами сходит. Будем идти на лыжах. Там лыжня должна быть. Все это я покажу, что и как будет. Так что оставайтесь на канале. Думаю, будет интересно, как он будет себя вести. По глубокому снегу будем ходить, по лыжне. И днем уже немножко у нас начало таять. Вчера уже прилетело. Айда, вчера вот тоже сколько накапало воды. Везде сосульки, но немножко уже тепло чувствуем. Плюсовые температура, плюсовая днем. Ночью, конечно, заморозки еще немалые, но днем, конечно, уже веселее, потеплее. Ну вот так, все, пойдем. Мои самодельные лыжи, эти лыжи я сам делал из елки. Вот сейчас пока на нем и хожу. Ну, недалеко, скажем, если километров 20-15. Уже в третий сезон на нем бегаю. Что-то нюхтит, что-то интересуется. Также вот у Лана вот начало менять шерсть. Вот здесь вот начало вот все чернеть начинает. Чуть-чуть темнее. Потихоньку растем. Вчера вот прививку тоже вторую сделали. Мультикан. Сперва 6 сделали, а дальше уже мультикан. Вот вчера мультикан 8 сделали. Все как сказали врачи, ветеринары. Ну что, пошли. За речи сходим, посмотрим, что там. Не могут нарадоваться. Пошли, удар летела. Как себя будет вести, интересно. Слушаться будут или нет. Там щенки тоже. Вон дрова заготавливают люди. Здесь теплотрасса идет. И все время здесь, земля видна. Можно червей даже искать, если только вот мало, что здесь длина почва. План. Оставлю. Вот заборы, о чем много раз спрашивали. Вот заборы, которые под снегом. Что-то учуяла. Айда. Кошку, наверное, хоть и выдела. Этот-то по трассе идет. Лок. Все, идет, мон. Вот здесь вот такая куча, и здесь не знаю сколько кубов, но тут телега дров. Не знаю за сколько сейчас продает. Я лесовоз брал. Лесовоз 8000 была. Пачка, 10 кубов. Так, пока все. Ну, камон, уйди. Что-то вылез сюда. Старые дома уже все. Крыша уже свалилась там. На втором снега тоже.
некуда уже раскидывать людям снег. Здесь сайкингом вот открыли тоже вот хозяева летом приезжают сюда. Вот как висит все. Где ты там? Давай вперед иди. Вон. Ай домой вон. Спускаемся. Спуск тут. Идет. Иди. Вон один. Вон. Сегодня тоже облачнее. Вчера намного светлее было, ярче солнце. И сегодня облачнее, но погода чуть-чуть меняется, как, все время меняется. У всех дрова, в каждом дворе дрова заготавливают. И материал старается еще дополнительно из этих дров, как сказать, заготовить пару бревен и то вперед. В жизни пригодится там где-то забор, стойку поменять или еще. Вон все ровно, не знаю, как ослепляет, нет там от забора только вот немножко столбы чуть-чуть видны. В общем, намного больше уровня. В этом году снег больше нормы. И фиг знает, что там весной будет, если все резко будет таять. Тут тоже вот дома были, и сейчас зарастает. Все уже кустарники тут. Тут вот тоже заброшенные дома. Вот смотрите, целый ряд, можно сказать, там, на третьем доме там мать с сыном, наверное, живут. И все заброшенное. Что в другой стороне? Все вот эти дома, все заброшенные. Тут тоже, нет слов вообще. Уходят люди. Сел с деревень. Сейчас уже там лыжи оденем. Лах, Нет, не отстает, идет. И даже пока нормально все. Впереди меня не отстает. Ушки уже чуть-чуть остались там, чуть-чуть. Сегодня ему уже 27 было 3 месяца щенку, а ему сейчас 3 месяца 4 дня получается. Ушки чуть-чуть еще вот осталось. Не рослая собака. Блин, Айда, ты что-то там делаешь? Не рослая собака будет. Так, все, одеваем лыжи. Так, островок, о чем я говорил. Вот первый дом, второй. Здесь жилец живет. 4 пустой, 5 пустой, 6 жилец и 7 дом. В 7 тоже летом приезжают. Все пустое. Так, ладно, одеваем лыжи. Или надеваем, как правильно? Одеваем лыжи или надеваем? Там меня исправляют, не умеешь, говорит, по-русски разговаривать. Вот исправьте, одеть лыжи или надеть лыжи. Как правильнее? А? Чуть-чуть опоздал, ребята, блин, камера была выключена. Уже кто-то с другой стороны идет. И как он четко свалился с лыж. Там горка. Спустился на лыжах и упал. Что частенько со мной случается. И вчера вот мои следы. Вчера я здесь был на рыбалке. Был. И протоптал тут для бурайма переход. Здесь как бы шуга, не шуга, а лед. На льду вода. И вот я здесь, вот смотрите, все это здесь перетоптал. Видно, как вода
сейчас уже можно переходить на это, на, как сказать, на буране. Вот здесь перетоптал и немножко порыбачил. Мон. Немножко порыбачил. А прибервачного. Вон. Этот играет. Вон. Тут. Ветерок. Mine vai offshore. Verbad offshore. Или Мичаджика Скорчан. Мичаджика Скорчан. Вербу тоже ищет тут. Ну, говорят, покрасивее надо найти. А этот играет. На лыжи. Попадает, блин. Собака проваливается, он, смотрите как. Посмотри. О, охотник идет, а? Ну ладно. Вот смотри, что делает, блин. Вот тут я, ребята, вчера я рыбачил. Я уже не стал снимать ничего. Также делал одно для прикормки и одну лунку для для удочки. И поймал одно яйца только. В прошлый раз вот показывал 3 яйца поймал вот здесь, я рыбачил. Но уже все замело. И тут такая, как следы для бурана, я перетоптал все. Вот так. А мы сейчас кушаем локтан. Не немся империи. А это тенем. Osko yle mun. Saimme taljalle. Buranen näyttelyinen talista. Ne krijg je zullen we dan. Krijg je zullen. No. Там мы сейчас волны. Ага. Лак. Торит, да, окикас. Лак. Сколько воды. Сколько воды. Ну, где-то метр ширина я протоптал. Здесь уже завтра или послезавтра езжу на рыбалку и съезжу на буране. О, тула. Блин, разорвешь там-то у меня штаны. Сейчас на целину, как зайду, будешь там потом мучаться идти. Давай, иди. Вперед вышел. Вот тут подъем. Лучше здесь, конечно, снять лыжи и без лыж. То обычно сюда все падают. Руки замерзли. Ветер, блин, такой. Сейчас еще фотографии, наверное, сделаю. Там, если что, фотографии, ребята, я выкладываю в основном не ВКонтакте, а в Одноклассниках. Фотографии, смотрите, в Одноклассниках. Все фотографии, что есть у меня, ну, что я выкладываю. А в Одноклассниках, а в ВКонтакте там долго загружается, там и, ну, и там друзей у меня практически нету. Вот так. А в Одноклассниках у меня подписчики, друзья, там еще кто приглашает, друзья, я всех принимаю, а в ВКонтакте уже все. Там друзей у меня нету. Так, молодые люди, молодые псы. Он играет. Хорошо ему. Детство. Да, а ты уже ищешь, где бы кого полаять там, бухаря или еще. О, ты смотри, психанула. Ага. Психанула, да. Не ожидал. Вот так. Так, ну, как сказать, вербу надо искать
возле реки, на самой реке, уже почти возле берега. А я сперва схожу по этой лыжне. Вроде собаки тоже легко идут по лыжне. И погуляюсь по этой лыжне готовой. Хочется погулять уже по тайге. Ну вон, вон. Собаки уже побегают. А на обратном пути вербу где-нибудь найдем, сломаем. Вчера уже, пока рыбачил, два мужика при мне сходили за вербой. На день раньше, получается. Вон. Я обычно в день вербы хожу за вербой. Вот. И летом также вот, когда вот свежими вениками, ну, париться там перед Иванов день. 7-го, наверное, Иванов день, а 6-го обычно у нас парятся веником. Ну, некоторые вот начнут уже за неделю раньше там веники ломают и моются, парятся. Много раз городские вот по трассе еду и вижу, что очень рано они уже начинают там свежим веники ломают и моются, парятся. Но я обычно вот по традиции вот 6-го, 7-го, вот скажем 7-го праздник, 6-го моемся. И вон туда лыжня пошла. Так, понятно. Ну туда не пойдем, давай в Сосняк сходим. Что-то хочется уже. В Сосняк побродить там. Лыжня должна быть готова, вон. Вчерашняя еще есть. Хорошо. Погода вроде ништяк уже. Здесь вот ветра нету в этой тайге. Сейчас зайдем в тайгу, там вообще безветренно. А на речку там, блин, штормит. Айда по чьим-то следам начала туда идти на снег глубокий и перестала. Вот свежие следы, наверное, лиса, наверное, тут. Ну да, лиса, наверное, прошла. Видно, не видно, блин. Слепит, да из этого непонятно. Вон. О, иди. Давай, иди. Вон. Держит вас хорошо. Не держит хорошо. Там уже пилораму строят. Опять лишние рабочие места. Там курилка, наверное, будет. Там сама рама будет стоять. Будут доски пилить. Стройматериалы, наверное, какие. Это хорошо, когда будет где людям работать. Дай, мам. Тут тоже дорога, оказывается, была. Можно здесь на Буране проехать и до Тудова. Ну да. Так, ладно. Переходим эту дорогу. А тут уже следы. Это, наверное, горностай тут пробежал. Что-то похоже на него. Такие прыжки у него. Или норка, или горностай. Наверное, может норка, если, может быть, ошибаюсь. Двойна параллельно так. Две лапки. Следы. Ура! Давай! Вон. По лыжне им хорошо бежать, а чуть в сторону отходят и все. По уши проваливаются. Все, зашли в тайгу. Идем уже по Соснеку. Вот смотрите, как красиво. С правой стороны там кладбище. Я тоже показывал. 2 раза видео. Вон. 2 видео на оно у меня. Наше кладбище, вон видно. Видно, да. А тут лыжня идет по тайге самой. Вот. Идем, сходим. Нефиг дома сидеть, блин. И ветра нету, и не холодно сейчас идти. Вон уйди. Ай. Медленный какой-то ты. Ладно, все интересно. Все надо, как и маленькие дети,
Надо взять в рот, вон смотри. Да, иди. Коля, это оставлю тебя. Вон. 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 Вон, смотри. Лыжня ушла влево. Свежая лыжня. Вот так. Влево куда-то ушла. А я прямо сходим подальше. Кружила. Собака сзади меня сейчас. Ну да ладно, пускай. Побыстрее будет. Когда не бежит. Так. Нормально катит сегодня вообще. Классно катит, идти легко. Очень даже легко. Посмотрите, как красиво. Сосняк такой, блин. Я понял, это куда идет или нет. Почему он туда ушел? Ага. Вон, иди, вон. Все, второй тоже за мной бежит. Меня впереди. Собака должна всегда впереди ходить. Всегда. Это в правилах, в охотничьих правилах у охотника. Не по закону, а у охотника в правилах. Щенок у меня показали, но когда уже будем охотиться, собака должна всегда впереди быть. Его должны видеть собаку, где опасность, куда она смотрит. Все это надо смотреть. Вон. Что-то это учуяла. Ух ты. Так. Ладно, пока таким темпом будем идти. Все однообразно тут. Сосны лес. Этот-то за мной. А? Талан. Вот они. Вот они мои помощники. Как же я их люблю. Очень люблю их. Собаки хорошие. Давай, вон. Мелкий-то еще. Мелкий, а у Айды тоже скоро через где-то месяц на щенки будут. Вон. Вот вперед выйдет и потом нюхтит, что-то там, что же все. Медленно, иди, мун. Тут дорога, вроде как дорога идет, поднимается. А куда эта лыжня? Ну там тоже, в принципе, дорога по самой середине. Вот смотрите, как проваливается в сторону и сразу проваливается. Дерутся. Давай, вон. Ну, характер тоже, вот как и мне писали в комментариях, с характером собака. Видимо, что-то есть, но сейчас пока ничего сказать не можем. Это в деле пусть он покажет свой характер. В деле покажет. Ради этого я держу кобыля там, блин. Возле избушки там уже собралось этих медведей. Вон, без собаки что-то страшновато, однако. Вот стоит и грызет. Вот почему он эти иголки грызет. Что-то витамин какие нашла или нашел или что. Хотя перед выходом в тайгу я сейчас нормально покормил. Более чем нормально. Там утром меньше надо собаку кормить, когда на охоту выйдешь где еще. А он что-то вот жует. Скорее бы уже трава вышла, чтобы траву они жевали, там витамины какие-то от глистов, от всяких заразы. Все это дело делается, сами ищут. Еще вот я хочу сказать, ну, так. Немножко уже вспотел, ребята, и немножко хочу сказать, поговорить, как и с утра начинал, о прививках. У меня было много собак тоже, охотничьи, хорошие и плохие, но
в деревне я никогда в жизни не делал эти уколы от вакцины, вот этих чум, там еще какие-то болезни. А сейчас вот я щенка взял, и хозяин, который дал мне, подарил этого щенка, сказал, чтобы я обязательно сделал вакцину. И много я тоже начал читать про эти вакцины и посоветовался с охотником, у кого настоящие лайки там, ну вот из этих, как сказать, на деньги, которые за дорогие лайки. И они мне тоже посоветовали сделать прививку щенку. Говорит, обычные деревенские собаки более выносливее, чем если ты откуда-то привез или еще. Породу у них, у всех вакцины сделана. Щенку также надо продолжение, щенку также надо делать вакцины. И я сделал вакцины мультикан. Мультикан сперва от глистов. О, заяц пробежал. Ребят, вон. Зайчишка даже живая тут. Сперва от глистов таблетку давал. И после этого я мультикан 6 сделал. И вчера еще сделали мультикан 8. Ну, какие-то отдельные там болезни, от отдельных болезней. Сказали сделать, сделал. А так я обычно не делаю никогда. Никогда ни одному. Бывало там, у меня тоже собаки от болезней умирали. От болезней. Было дело такое, что вот и глисты выходили, и болезни там ослабляли, там все как-то на глазах высыхали собаки от болезни, там, умирали. Страшное, конечно, это, когда умирает там из своей скотины или от собаки, там жалко их. Вот, что-то еще хотел добавить и резко забыл. Фиг знаю. И выходим на дорогу. Так, собака, ты где? Выходим на дорогу. Ну да, дорога. Граница даже есть тут. Натоптанная тут, смотри. Здесь ездят, там всю зиму, оказывается, тут бегали. Ага. Так, Лызня, куда ты пошла? Интересно. Вот так. Бураница, ребята. Это бураница на одью поднимается. Что, да? На одью поднимается. Рыбаки, наверное, гоняются.